Привет трудолюбцам! По вашим заявкам мы продолжаем плейлист «Латышский язык до автоматизма». Как я обещал в первом занятии, что дальше мы уже больше работаем технически, мало воды уже будет. Первый был просто вступительный, сейчас мы просто работаем над тем, чтобы вы просто учились говорить. Наша цель не грамматика, не правописание, потому что некоторые заходят, начинают меня там учить, какие у букв большая должна быть, какая маленькая, что правильно, что неправильно. Ваша задача просто-напросто научиться говорить. И мы усложняем тем, что мы говорим фразу на русском, потом как это звучит на латышском. Потому что с латышского всегда легче это делать на русский. Наша задача научить мозг работать, чтобы он переходил в латышский режим. Готовы? Начинаем тогда работать. И первое, я учусь или учу. Как будет? Es mācos. Es mācos. Значит, я учу латышский язык через онлайн. Помним, как онлайн. Значит, я учу латышский язык онлайн. Es mācos latviešu valodu tiešsaistē. Я думаю. Es domāju. Латышский язык очень интересный. Latviešu valoda ir ļoti interesanta. Я из России. Как мы это скажем? Вы должны это уже на зубок знать. Я из России. Или я русский. Не играет роли. Это вообще вы должны в первую очередь знать. Es esmu. Всегда будет esmu. Es esmu krievs, es esmu no Krievijas. Да? Мне нравится этот город. Man patīk. У вас сразу должно быть на автомате. И дальше вы вспоминаете. Этот город šī pilsēta. Man patīk šī pilsēta. Мне нравится этот язык. Сразу на автомате. Man patīk. Man patīk šī valoda. Я вас очень хорошо понимаю. Es jūs ļoti labi saprotu. Es jūs ļoti labi saprotu. Извините или извини, я тебя не понимаю. Можно сказать педут, но мы стараемся запоминать такое слово, как atvaino. Es tevi nesaprotu. Это мы говорим кому-то из наших близких, знакомых. Я могу немного говорить или поговорить по-латышски. Es varu nedaudz runāt latviski. Es varu nedaudz runāt latviski. Давайте повторим. Es mācos latviešu valodu tiešsaistē. Es domāju, latviešu valoda ir ļoti interesanta. Es esmu no Krievijas. Man patīk šī pilsēta. Man patīk šī valoda. Es jūs ļoti labi saprotu. Atvaino, es tevi nesaprotu. Es varu nedaudz parunāt latviski. Меня зовут Елена. Помним, man sauc – это неправильно. Mani sauc Елена. Я вас понимаю. Es jūs saprotu. Мне нравится латышский язык. Man patīk latviešu valoda. И теперь внимание. Мы тогда говорили в первой десятке atvaino. Es tevi nesaprotu. А теперь скажите извините, я вас не понимаю. Что меняется? Atvainojiet, es jūs nesaprotu. Atvainojiet. Когда кому-то близким atvaino,
но когда вы в уважительной форме, отвайноет. Давайте, я вас понимаю. Es jūs saprotu. Я там живу. Es tur dzīvoju. Мне нравится это занятие. Сразу вспоминаем man patīk и занятие как? Есть урок стунда, но занятие nodarbība. И тогда будет man patīk šī nodarbība. Кстати, вспомнил один интересный момент, сейчас, когда говорил, проговаривал слова, man patīk šī nodarbība. Все «ибо» в конце всегда будут длинные. Это вот такая интересная фишка. Всегда «ибо» будет длинная. Длинный звук. Давайте дальше. Я учу латышский язык. Вспоминаем. Es mācos. Латышский язык, латвiešu valodu. Es mācos латвiešu valodu. Я живу в России. Если кто-то из вас живет в России, можете написать, что я вот из России, живу в России. Учитесь тоже печатать, писать. Значит, es dzīvoju Krievijā. Вспоминаем, почему долгое «а» в конце. Я вас не понимаю. Es jūs nesaprotu. Давайте повторим. Mani sauc Елена. Ну или как вас там зовут, можете написать. Es jūs saprotu. Man patīk latviešu valoda. Atvainojiet, es jūs nesaprotu. Es jūs saprotu. Es tur dzīvoju. Man patīk šī nodarbība. Es mācos latviešu valodu. Es dzīvoju Krievijā. Es jūs nesaprotu. Мне нравится это государство. Man patīk šī valsts. Я тебя не понимаю. Es tevi nesaprotu. Es tevi nesaprotu. Я тебя понимаю. Es tevi saprotu. Я тебя очень хорошо понимаю. Es tevi ļoti labi saprotu. Я хочу посетить Латвию. Ну, мы сразу на автомате es gribu и посетить apmeklēt Латвию. От, извините, я не понимаю. Atvainojiet, es nesaprotu. Так как вы не знали, кто у вас, ты и вы, то вы всегда используете форму atvainojiet. Не atvaino, а atvainojiet. Es nesaprotu. Я говорю немного по-латышски. Не на латышском, а по-латышски. Вспоминаем как? Es runāju nedaudz latviski. Я понимаю это занятие. Es saprotu šo nodarbību. Меня зовут Алекс. Александр, Алекс. Mani sauc Алекс. Не ман, повторяю, а mani sauc Алекс. Так, что-то тут с цифрами напутал. Ладно, ничего страшного. Так, повторим. Man patīk šī valsts. Es tevi nesaprotu. Es gribu apmeklēt Latviju. Mhm. Es runāju nedaudz latviski. Atvainojiet, es nesaprotu. Es saprotu šo nodarbību. Mani sauc Алекс. А, еще у нас одна осталась. Es gribu, то есть я хочу посетить этот город. Es gribu apmeklēt šo pilsētu. Я думаю, что-то я пропустил. Es gribu apmeklēt šo pilsētu. Так, дальше. Я не понимаю. Es nesaprotu. Мне нравятся эти видео. Man patīk šis видео. Я живу здесь.
Es dzīvoju šeit. Я работаю. Es strādāju. Я очень хорошо понимаю это занятие. Es ļoti labi saprotu šo nodarbību. Я хочу здесь жить. Es gribu šeit dzīvot. Я могу говорить по-латышски. Es varu runāt latviski. Давайте повторим. Es nesaprotu. Man patīk šis video. Es dzīvoju šeit. Es strādāju. Es ļoti labi saprotu šo nodarbību. Es gribu šeit dzīvot. Es varu runāt latviski. Ну что, пишите, как ваши дела, сколько процентов вы смогли перевести. Если что-то не получается, вы всегда можете начать сначала, пройти это видео, пока вы не начнете легко и быстрее меня делать перевод. Ну что, на этом все. Переходим к следующему занятию.